Балак, ассаляму алейкум. Алейкум. Интересно, посмотрел видео последнее. Вас, наверное, сейчас об этом спрашивают, да, постоянно, про КВН, про все эти моменты. Честно говоря, что я думал, что КВН вообще уже нету. Ну, он так... Последний раз, когда я был на КВН, это, наверное, был 2008 год, когда там в украинском этом театре что-то там такое было, и все на этом. То есть моя связь с КВНом потихоньку пропала. Расскажите вообще, что в последнее время произошло, там, что за статуэтка, что это такое вообще? Ну, последняя игра наша, это был Кубок мэра Москвы, еще эфира не было. Последний эфир это Светлогорский голосящий Кивин. Мы поехали в Светлогорск. Это такой фестиваль вне сезона КВН, скажем так. Там участвует где-то 17-18 команд, да? И вот есть 6 кивинов, 7. Большой в золотом, большой в светлом, большой в темном. Малый в золотом, малый в светлом, малый в темном. И президентский кивин Александр Васильевич его дает так на свое усмотрение. Это какой-либо конкурс, команде. это КВН, где поют голосящий Кивин, да? Ну, более музыкальные такие, скажем, выступления, да. Вот, мы получили малого Кивина в темном. Ну, хоть как мы не пели, да, практически, если посмотреть. Мы играли на трубе, наверное, это тоже как бы считается, все-таки музыкальное выступление получилось. Ну вот, это для нас, в принципе, большое достижение, в принципе, для Крыма, потому что с Крыма еще никто, скажем так... Слушайте, ну я сегодня захожу в Инстаграм и смотрю пресс-конференция, КВН, Крым, что-то Симферополь, чуть ли... Я думаю, что произошло что-то серьезное. Что произошло вообще? Это что, первый раз такое? Ну, именно если пресс-конференцию брать, то да. Нет, по Крыму. Ну, крымская команда не достигала таких? Ну да, вообще, вы, наверное, конференции, да, смотрели? Конференцию смотрел, ну вообще Нет, все, что... Вообще, на самом деле, последнее достижение Крыма, ну, самое, скажем, высокое достижение Крыма, это полуфинал высшей лиги. Это было в 92 году. Последний раз команда из Крыма участвовала в полуфинале высшей лиги в 92 году. И мы сейчас побили все рекорды, скажем так. До этого еще там пару команд были, которые участвовали в высшей лиге, но они дальше 1/8, 1/4, по-моему, не проходили. Мы, это кто? Как команда называется? Команда КВН «Полуостров». «Полуостров». Да. Угу. То есть это такая сборная команда, да? А она образовалась из кого? То есть кто ее... Солянка, с разных команд ребята. Да, ну если так в общем сказать, была команда, в которой играли мы с Алимом, да. Крымско-татарская команда. Да. Легендарная команда Людиты. Да. И были ребята, которые играли в лиге КФУ, ну и в Крымской лиге, то есть там вторая часть команды, можно сказать, это собрание с разных команд КФУ. И мы собрались в одну команду, это можно сказать, что это сборная, но это не то чтобы сборная Крыма, мы не собрали эту команду со всего Крыма, это просто сборная того поколения, в которое когда-то мы играли. Ну, поколение по возрасту, ну, возрасту, да. И по сути, эта команда из Симферополя, мы себя позиционируем как команда КВН города Симферополь, Крым. Все, нету такого, что мы лучшие из Крыма, и вот мы играем, представляем. Мы представляем регион, безусловно, вы представляете регион, потому что среди всех команд только у вас получилось это сделать, да, и поэтому, соответственно, вы крымские, да? То есть, если была бы, условно, еще одна команда, вы бы были две крымские команды, правильно? Ну да. Ну, то есть, логично. Честно говоря, мне было смешно. Я посмотрел, ну, это из разряда же Гринч, да, то есть, вот эта вот история вся. Что это? Это же не интеллектуальный юмор. Это из разряда, то есть делаешь ты, а стыдно мне, ну типа такая история. Что именно? Я имею в виду вот с Пелагеей, да? С Пелагеей. Да, история. Ну это именно последняя, ты имеешь в виду, Светлогорский, да, то, что было? С Полиной Гагариной. Да, с Полиной Гагариной. Вообще вся история это с Пелагеей, мы как бы не планировали, что все это так, скажем, завяжется. В отношения перерастет. У нас на 1/8 было апеллирование каждому члену жюри, скажем так. Блок с Пелагеей у нас был в приветствии, а остальные члены жюри в музыкальном домашнем задании. И так случилось, что на 1/8 я приглашал Пелагею в Крым. И так случилось, что 1/4 проходили у нас в Крыму, в Ялте. И мы посчитали, что это нужно обязательно этим воспользоваться, потому что я ее пригласил, и она получается, приехала. Это хороший повод для шутки.
Вот, она приехала, мы как бы сделали вторую серию, второе свидание. Дальше мы поехали в Светлогорск. Мы узнали, что помимо Пелагеи в жюри будет сидеть еще Полина Гагарина. То есть это опять очередной повод для шутки, то есть можно сыграть там на ревности, еще на чем-то. Мы тоже как бы не упустили эту возможность, сделали третью серию. Ну и потом уже решили продолжать, потому что получается уже своего рода сериал, как-то его... Ну, короче, обстоятельства сами нас подтолкнули на это. Мы не планировали в начале сезона, у нас был этот блок с Пелагеей, небольшой в приветствии. И мы такие, ну, сделаем и дальше пойдем своей дорогой. А потом, когда ты уже начинаешь думать так, что так, а можно сделать вот так, можно вот так, и потом она со мной как бы вытолкнула на это, можно так сказать. Ну, в конечном счете, ты же сыграла, да, эту тему? Ну, реально же смешно было. Ну, да. Ну, это не нам, наверное, судить. Вот ты как зритель, тебе виднее. Слушай, я тебе так скажу. Ну, вообще, да, в последнее время на КВН всех гонил. То есть сравнивают то, что было там Мартиросяновский условный КВН, да, Новые Армяне, сравнивают там 95-й квартал, да, вот эти утомленные солнцем, эпоха, скажем так, и берут современную эпоху. И, ну, когда я смотрел, это всегда было, ну, очень плохо. Причем понятно почему. То есть ты шутить не можешь на все темы. Вот я уверен, стоит только снять все ограничения с КВН, и там все заживет как по-старому. Но реалии такие, что ограничения жесткие, соответственно, а юмор он должен быть острым. Острого юмора нет, вот это заигрывание, все, автоматически свалилось. Честно говоря, я думал, что КВН вообще уже нету. Вы как оказались в КВН? То есть, или все время вы были в КВН, но это было незаметно? Ну, мы, наверное, попали в высшую лигу за счет наших острых шуток. Потому что в 1/8, когда всей этой истории еще с Пелагеей не было, мы позволяли себе, как новому субъекту, да, скажем так, ну, Российской Федерации. Непуганные, короче. Да, и мы позволяли себе острые шутки, хотя многие от нас, наверное, ожидали, что мы сейчас будем выходить и какие-то а-ля патриотичные вещи говорить. Мы не оправдали таких, скажем, ожиданий, и многих людей это зацепило. Ну, слушай, вы сработали на неожиданности, да? То есть, условно говоря, от вас ждут одно, а вы тут раз резкие повороты, резкие вот эти вот штуки. А вообще, ну, вот этот вот авторский цех вообще, вот вашей команды, это что? Это вы все вместе пишете? Или есть там два человека, которые сидят и потеют там, чтобы все вытащить? У нас пишущая команда, мы сами пишем. Все вместе? Все вместе мы собираемся. Ну, вообще, у нас есть также два человека, которые бывалые, скажем так, КВНщики, которые нам помогают. Как кураторы, они направляют, они совет там. Да. Но в целом происходит так, что да, команда собирается на авторский сбор на неделю, можно сказать, и мы готовимся к игре. Потом начинаются редактуры, мы показываем, нам что-то вырезают, что-то говорят исправить, и этот процесс постоянно до игры меняется. То есть в любом случае нету какой-то определенной схемы, вот эта схема, мы пишем шутки так, и это как бы будет хорошо. Всегда она меняется, всегда какие-то новые у нас есть поводы, скажем, пошутить, и в процессе мы это сами понимаем. А вот до этого уровня, который уже, когда вы на федеральном телевидении, вот до этого уровня, что произошло? Вы какой-то путь прошли? Или вам просто позвонили, так, у нас с Крыма никого нет, выезжайте. Ну, как это было? Мы к этому шли очень долго. Я лично 12 лет шел к этому. То есть ты в Инстаграме ничего не выкладывал именно из-за этого? Ну да. Ну, если брать студенческие годы, все это начиналось еще с КИПУ, со 2-го курса. Я поступил, мы создали команду КВН, студенческую. Первая была «Селям алейкум», вот, в которой я сыграл. Но сезон в Крымской лиге мы начали уже как «Люди Т». Мы даже, я не помню, сколько лет я там проиграл. Мы много раз ездили, там раз 4-5 на сочинский фестиваль. Но дальше мы там, не особо проходили. Мы проходили, там играли в Краснодарской лиге, мы играли в высшей украинской лиге в Киеве, в Одессе, в Харькове. В общем, мы покатались так, но до высшей лиги так и дело не дошло. Потом, спустя какое-то время, ну и каждый так в своих командах где-то играл. А потом мы, по-моему, завязали, уже где-то год не играли. Нашелся такой один человек инициативный. Говорит, есть возможность сейчас создать новую команду, скажем так, сборную. Крымский федеральный университет выделяет на это деньги. И можно попробовать. Ну, это ТНУ, да, вот этот вот бывший ТНУ, КФУ?
Мы собрали команду КВН. Сначала мы были как сборная Крыма. 2 раза мы, по-моему, да, съездили в Сочи? Или 1 раз? Подожди, вот на этом моменте вот мы собрали команду. Как это было? То есть ты говорил, так, я вот этому позвоню, а вот этому не буду звонить, да? Нет. Как это было? Нас позвали. Это то есть вы... я организатор был, да. Ага. Есть Гончаров, Саша Гончаров. Вот, это он всех нас как бы собрал. Мы поиграли в Ростовской лиге. Вот, потом, через 2 года, мы уже переформатировались. Угу. Мы уже стали, наверное, вот больше такой острополитической командой. Угу. Ну, терять Вот нечего, я стал капитаном, да, не по своей воле. Вот, мы 2 года отыграли в первой лиге в Казани. Вот это наша, скажем так... Это с какого года? Потому что я сейчас понимаю, что это прям реально путь огромный. Ну, да, это огромный путь. Команде КВН «Полуостров» на данный момент 3 года. Вот 2 года мы То есть отыграли. Гончаров вас собрал когда? В каком году? В 17-м, получается? Нет, в 15-м мы 2 года играли как сборная Республики Крым. Да. Да, потом у нас ничего не получилось. Через год мы пересобрались и уже создали команду КВН «Полуостров», и дальше уже пошли. Все, то есть полуостров 3 года, условно говоря. Да. То есть, но это 3 года, вот этот путь 3 года у вас на высшую лигу, или все это вместе был путь на высшую лигу? Но я думаю, что это все вместе, потому что на определенном этапе, даже там, когда играешь в каких-то центральных лигах, в Краснодаре, там, в Одессе, все равно это огромный опыт. Это та базовая комплектация, скажем, да, Ну которую ты должен пройти. Это все, в свою очередь, наверное, как бы сыграло роль, я думаю. Да, я думаю, практически невозможно, там, не играя в КВН ранее, за 3 года попасть в Сразу высшую лигу. стартануть, Конечно, да. Но, возможно, наверное, там, если ты супер гениальный, но все равно в этом опыте, ну, то есть ты должен пройти этот путь, ты почувствовать, что у тебя ничего не будет получаться, у тебя все будет плохо, и потом, скажем так, с трудом ты выйдешь на этот путь к высшей лиге. Но нам очень тяжело было, я помню. Помимо того, что научиться писать шутки, нужно уметь держать себя на сцене, потому что бывают люди, они как бы вне сцены, они могут... Пока еще нормально. Я Не, она быстро поднимается. Ты возьми ложечкой, сейчас вот эту пенку немножко так вот перемешай, чтобы она... И левой рукой уже поднимает за ручку. Ну, приготовься, да, а то она сейчас быстренько. Попробуй на соль. Запиши шутку. Запомни. Так, все, поднимай, да. Пока ложу на деревяшку, теперь смотри, вот эти вот... Отключаю. Да, во-первых, отключай, все правильно. А то я забыл отключить как-то. Ты, наверное, на другую сторону крути. Мин там должно написано, да. И вот давай эти чашки. Подвинь мне, я разолью, потому что тут такой момент, тут надо тоже 3 года опыта, Здесь- чтобы... Это тебе не шутки шутить. Да, не высшая лига. своя история, да. Так вот. Так, давай мне, и, в принципе, можешь продолжать. Я здесь сейчас все разолью. Ты можешь быть за сценой там в жизни очень веселым, смешным человеком, да, а выйти на сцену и Нет, как это... Да. Скорее всего, так и будет. Скорее всего, так и будет, да. Смотри, вот ты говоришь, да, что появились какие-то деньги, ну, классическая, банальная история, да, что обычный финансовый вопрос все испортил. А про какие деньги, ну, то есть сколько это денег? Это какие-то адекватные суммы или прям реально помощь была, так чтобы вы там сразу там Ну, поначалу, пошили себе по-моему, костюмы там, Да, всё? поначалу, насколько я помню, поначалу это были какие-то небольшие деньги, которых было там достаточно на переезд, проживание. Где, куда переезд? Ну, то есть переезд на игры. Поездки Передвижение, на- передвижение, а то переезд, я думаю, А мы ничего. так называем просто. Ну все, да, я уже на- потихоньку буду втягивать, да. Да, на свои термины. Да, да, да. И, в общем, ну, это какие-то такие деньги были, которых хватало вот на минимальные затраты, которые нужны, чтобы съездить на игру. То есть, скажем так, пока вы себя не проявили, вам давали чуть-чуть. Ну, когда пошли результаты по-любому, да, то есть, ну, ребята стараются, что-то получается. и ну, вам... там уже, скажем, в высшей лиге там не от нас даже зависит, а затраты сами по себе возрастают. А с чем, от чего зависит? Ну, потому что нужно делать больше и лучшее шоу, скажем так, для этого. Ну, грубо говоря, Короче, продакшн возрастает, да? ну да, Стоимость ну, продакшна. в Москве нужно жилье снимать, отель там гораздо все дороже.
самолет, Вперед, да. перелет туда, проживание, суточные, там это все как бы учитывается. И реквизит там образно какой-то бывает там нужен. Ну, Мы труба вот там, эти да? огромные букеты для Пелагеи, это же тоже, Кстати, я такой смотрю, ну ничего себе букет. да, Это, тоже, тоже это всё. наверное, отдельный спонсор, да? ИП Миметов, наверное, какой-нибудь. это вот, А смотри, получается, что все переезды, вот условно говоря, идет высшая лига КВН, то есть все команды за свои деньги приезжают. ну, все ищут спонсора. То есть вот КВН сам не помогает командам приехать. А в чем прикол? Это получается, что... Ну, это Что за финансовая пирамида? очень популярное такое суждение. Заблуждение, да? Ну, не то, что заблуждение, как бы позиция такая, что здесь две стороны медали. С одной стороны, ты вроде создаешь какой-то контент, делаешь передачу, Да. то есть и логично, что любая работа должна оплачиваться. Но И там люди сидят, они билеты покупают. Ну, да, но есть и вторая сторона. Команд в клубе КВН очень много. И все хотят попасть в высшую лигу. Ну, то есть попасть туда, чтобы условно тебя показывали по телевизору, это раз, чтобы научиться и саморазвиться, в принципе, телевидению и созданию каких-то там передач. Ну и то есть это возможность тебе стать из обычного КВНщика профессиональным КВНщиком, которую предоставляет тебе компания Амиг. То есть и здесь, ну, за что платить? То есть они тебе платят в виде того, что предоставляют тебе возможность. Площадку. Да. Я, знаешь, ну, единственный момент, вопрос не платить, а вопрос хотя бы там размещения. Потому что высшая лига – это уже топ. То есть это ты уже заслужил это. То есть ты уже доказал, что ты не случайный. Я уверен, что среди армии этих команд, да, попадают, ну, единицы в эту высшую лигу. То есть, если ты уже в высшей лиге, мне кажется, ну, это логично, чтобы вам хотя бы размещение какое-то дали. Ну, хотя Это- об этом, да, смысла нет никакого Знаешь, говорить. если это и так работает, там Да, то есть люди хотят. зачем, там. да. Смотрите, какой у меня вопрос есть вообще, что касается КВН, да? Мы знаем, что КВН вообще дал очень многое для юмора, вот в СНГ, да? То есть из КВН выходили люди, которые сейчас на шоу, на телевидении, все. А куда вы выйдете из КВН? У нас же нет этого шоу-бизнеса. Куда можно выйти? В окно только можно выйти. В Крыму? Да, в Крыму. Ну вы же в Крыму живете. Или у вас планы уже куда-то? Тут как бы понятно, что мы сейчас на данном этапе мы вообще не знаем, куда мы выйдем и выйдем ли мы вообще. Сейчас у нас как бы цель и задача играть в КВН, научиться просто саморазвитию, скажем так. То есть если мы там по истечению 2-3 лет придем к какому-то результату и будем чувствовать, что у нас есть какие-то возможности пойти предложить свои услуги в какой-то продакшн, либо же на какую-то телекомпанию. Но мы Крым имеем, да? Мы сейчас про Крым говорим. Нет, я в В принципе, принципе, да. В принципе, тоже. В Крыму тоже это как бы может работать, но ты правильно говоришь, что здесь не так развита сфера. Вообще и- не развито. Вообще не развита, да. Поэтому не знаю, как получится, но будем что-то думать. То есть, условно говоря, если вам завтра из Comedy Club Production, там, условно, или какой-то другой продакшн вам позвонят, вы будете рассматривать вариант. Ну, Конечно. конечно, будем. Странно Это- было бы, если бы мы сейчас сказали, да нет, мы туда не хотим, Извини. мы, знаете. У нас ну, в Крыму мы сами сделаем свой продакт. Там мы все сами. С другой стороны, в Крыму не развито, но сейчас такое время, когда ты сам можешь создавать контент и продавать его. По сути, есть площадки, как YouTube, где мы выходим, да? А вы выходите на YouTube, кстати? Нет, мы сейчас. Не, мы да. Не, а вы? Мы пока нет. Почему? Сколько времени, вот смотри, давай по-честному, сколько времени у вас занимает КВН? Вот такого живого времени. Ну, очень много. Да. Ну, реально прям много. В Вот последнее время, да? в этом году особенно, потому что из-за пандемии вот эти игры, они какой-то период не было игр, да, долгий, все сидели по домам. И потом, когда разрешили, допустим, проводить какие-то мероприятия, и у нас получилось, что игра за игрой. То есть мы, грубо говоря, там 3 недели готовимся к игре, Да. отыграли, приехали домой, буквально там недельку передохнули, нужно опять снова начинать готовиться к следующей игре. То есть мы здесь сами в Крыму собираемся, пишем какой-то, нарабатываем материал, потом едем в Москву на авторские сборы, там с нами, с нашими кураторами, вот как говорит Рустам, мы это все приводим уже в более-менее У вас нормальный кураторы вид. там, да, в Москве Они, кураторы? Да. Не местные, да? Да. Вот, приводим в более-менее нормальный вид, потом на редактуру, и это опять занимает у нас 3 недели.
грубо Так, говоря. ну- И потом и вот так, игра за игрой. Мы в этом году сыграли 6 игр. Сыграем, вот это будет шестая. Шестая, да. Сейчас вы на каком этапе? То есть вы сейчас что там получили? Мы, получается, надо, наверное, объяснить. Вот есть сезон КВНовский, и есть игры, которые не входят в сезон. Сезон это год? Сезон это 1/8, 1/4, полуфинал, финал. Ну, это в Кроме- течение года. В течение года, за год, да. Это все начинается с сочинского фестиваля Да. и пошел-поехал. И Москва уже финально. Везде. Москва, финал, все игры. Ну, это в этом году было в Ялте 1/4, а обычно в Москве. Кроме этого, есть голосящий Кевин в Калининграде, Светлогорске и Кубок мэра. В Кубке мэра участвуют команды, которые вылетели с полуфинала, не прошли финал и борются за одно место в финале. То есть такая через лузеров, да, получается? Да, пройти? можно так проскользнуть. И мы вылетели с полуфинала, этого еще не было по телевизору, то есть эфира не было. И сыграли в Кубке мэра и выиграли его. Получается, нас добрали в финал, и 15 декабря будет финал. То есть мы сейчас на этапе подготовки к финалу. Вот. То есть сейчас самое главное впереди у вас финал. Да. Финал будет в Москве. Да. Так, вот смотри, получается, что условный КФУ, он следит за тем, чтобы у вас были деньги добраться, разместиться, да? Ну, Или сейчас уже по-другому? Сейчас КФУ, мы продолжаем являться командой КВН КФУ, но я точно не скажу, но сейчас поддержка, по-моему, на уровне региона, потому что высшая лига, и там... Ну, все-таки раз вас по каналу показали, наверное, как-то помогут, Ну да, нам уже... Да, нам помогает регион, не скажу, не знаю, правда, какое министерство, наверное, культуры или министерство образования, скорее да, всего. вам об этом скажут. Так, смотри, у меня чисто бытовой вопрос. Вот реально, да? Если мы говорим про какое-то творчество, вот для меня сейчас, что такое творчество? Творчество – это то, что я делаю, не получая деньги. Деньги на жизнь, да? Как можно продержаться столько лет в КВН? Но это же не про деньги, правильно? Да, вообще. А как как в глаза близким смотреть? Вот что это такое? Это как, знаешь, там алкаш, наркоман и КВНщик, понимаешь? Да вот мы прошли через все эти ступени, когда там, ну что ты там, где ты работаешь, не работаешь. Да нет, вот КВН играет. Да зачем тебе этот КВН Вот. нужен? Иди уже нормальную работу. себе Слушай, найди, это же тебе такая сколько лет. татарская история. Вот крымская, реально же, да? Конечно, конечно. И как это? Но мы вот поставили ставку на то, что вот знаешь, будем долго ждать, идти к своей цели, и что, возможно, в какой-то момент эта наша ставка сыграет, и мы потом резко такие, опа, и будем А шоколад. что если нет? Были такие мысли? Ну, всегда. Ну вот смотри, вот условно говоря, вы вылетели с полуфинала, Да. с 1/4, и Кубок мэра вы проиграли. Все, вы за бортом? Нет, почему? Мы за бортом этого сезона, но есть возможность поехать опять на сочинский фестиваль, показаться Александру Васильевичу Маслякову и пройти следующий сезон высшей лиги. А там какие-то инвайты кидают? Или нужно заслужить поездку туда? Или туда всех зовут? Нет, ты просто регистрируешься, В свободной платишь, форме, да? платишь взнос, Сколько? Там небольшой какой-то взнос. 1010, по-моему, я сейчас точно не помню. То есть команда платит взнос и выступает на сочинском фестивале. То есть если она нормально выступает, из первого тура она переходит во второй тур, где уже смотрит Александр Васильевич. В первом туре смотрят только редактора, во втором туре уже смотрит Александр Васильевич. Если ты хорошо выступил, проходишь во второй тур. Если нравишься Александру Васильевичу, Он там, прям так старшему лично или младшему, оценивает, да? Лично оценивает Он симпатию. сидит на первом ряду и смотрит, выходят команды одна за одной. То есть, по сути, он все решает. Он спрашивает там у редакторов, что за команда, где играла, там, допустим, какие-то... Историю, да? Да. Если бэкграунд у этой команды Есть? да, достойный, то, в принципе, можешь попасть побыстрее в высшую лигу. Сочинский фестиваль, это, скажем, знаешь, это обнуление целого сезона. С него каждый год начинается новый сезон. Поэтому, если у тебя что-то не получилось в этом сезоне, едешь на следующий год. Да? Так, вот тут давай подробнее. То есть я вообще женатый человек. У вас как с этим? Ну, Вот чувствуется, что у вас взгляд такой, знаешь, Это- непривязанный. да. Опять же, этот КВН, видишь, он не только работу не дает найти. У меня всю жизнь... Я не Нет, женат, но не так сильно, как Рим не женат. Рим Я сильнее вообще не женат, да. Сильно не женат. Не, я, честно говоря, вот чисто про такую бытовую, обычную историю. Вот смотри, вот вы играете в КВН, да, все супер, все понятно. Вот, к примеру, у вас не получилось в этом сезоне, там, пошел следующий сезон. Вот в межсезонье надо что-то делать вообще. Чем вы себя занимаете? Вроде бы как ты, Рустем, что-то организовывали, да? Но это давно было. Или сейчас
Нет, есть такое? сейчас нету, потому что пандемия, Вот до пандемии было? до пандемии было. А, то есть... Не скрою, было, да? Не, этого не надо Ну, стесняться. Это же инжир промо ты уже озвучил, да, до этого мы занимались. Инжир промо последний раз, ну, я просто не по вечеринкам, ну, не по вот этим, да, движениям. Ну, женатый человек, ну, конечно. естественно, да. Это я для жены сейчас сказал. В 2014 году где-то примерно я слышал, ну, последний раз, что инжир промо, там все, что. Но я не слышал про всех одинаково. То есть я не говорю, что я вас не слышал. То есть, ну, в межсезонье, условно говоря, как-то вы там, ну, находите возможность зарабатывать, да, деньги какие-то. Да. Ну, жить же надо на что-то. Естественно, Там, ну, да. не знаю, если Симферополь жить, там квартиру надо снимать, ну, там такое, да. Не, ну мы работали там, кто где, Рустик, там, арт-директором, Да. в разных местах И работал. на телевидении, кстати, да, работал? Ты же долгое Работал, время. да. На каком телевидении, где? Крым. А что там делал? Телекомпания Крым, Где где еще новостей? режиссер монтажа был. А, так ты монтируешь? А, это нормально. Ролик ты смонтировал. Нет. Да. А, ну понятно. Потом ты скажешь, смонтируешь там потом? Да, вот это. Ты с скинем, да? Нет, понятно. Так, Ну, хорошо. а я Да, добью эту тему. Еще можно сказать, что раньше у нас как было? Мы играли в КВН, когда до высшей лиги. Мы чем-то занимались, работали и еще играли в Да, КВН. да, да. А Просто сейчас вы наоборот смещаете. Мы играем в КВН и еще чем-то занимаемся. Больше так получается. Но Теперь- у нас, да. у нас в команде, кроме нас, еще есть ребята, которые также, кто-то работает ведущим. То есть свадеб, мероприятий, кто-то работает диджеем, кто-то у нас есть певец, который тоже работает как певец. Все как-то находят компромисс, чтобы Слушай, существовать вот и в КВН, и Честно зарабатывать говоря, деньги. абсолютно нормально к этому отношусь, но трезво, потому что я понимаю, да, что мы, ну, у нас непростой регион сейчас. То есть у нас не развито вообще все. Условно говоря, чтобы выйти на эту передачу, вот то, что мы сейчас делаем, да, это же тоже, ну, не прямой заработок. Ну, вы понимаете, да, о чем речь идет? Ну, для этого тоже нужно было какое-то понимание и какой-то путь преодолеть для этого. И мне понятно, что чтобы заниматься КВНом, и вы в него вкладываете, да, какие-то надежды, что-то куда-то, понятное дело, что вы фокус смещаете. То есть раньше вы были где-то что-то и КВН, и поэтому были такие результаты. Сейчас вроде как вы поднабрали, ну, собрались, и есть какие-то результаты. Объясни мне простую вещь. Вот объясните мне простую вещь. Что у вас такого, что у вас получается? Вы, Как КВН? ну вот там, не знаю, 1/4, там, 1/8, 1/4, 1/2, там, да, там, сейчас в финал вы вышли. Мы вышли в финал. То есть, ну, что вы делаете такое, чем вы отличаетесь от других команд КВН, что у вас сейчас такое? Это стечение обстоятельств, это там удачное, там, ну, что-то куда, ну, как вы это сами, вот вы же какой-то анализ делаете? Ну, я думаю, здесь несколько факторов. Нельзя сказать, что вот мы делаем это, поэтому мы идем по этому пути. Ну, есть, наверное, есть и такой фактор, что мы все-таки прошли 2 года до высшей лиги и накопили какой-то материал. И мы там в конкуренции с командами, которые до этого уже играли в высшей лиге, и весь свой архив как бы показали и исчерпали его. У нас был какой-то архив, на котором мы, можно сказать, 2 игры Выехали. выиграли. Да. Плюс это было не полностью из старого материала. То есть понятно, что какие-то актуальные темы мы все равно дописывали. Но когда есть какой-то багаж, тебе с ним проще, ты уже откатанный материал, ты его приносишь, показываешь. В принципе, все команды Так делают. так делают, да. Новые, которые заходят в высшую лигу. Просто я не могу объяснить каким-то одним предложением, почему у нас получилось дойти до финала, а другим нет. Но есть такой фактор, как и пандемия очень повлияла. Многие команды развалились, потеряли финансирование. То есть много действительно хороших конкурентных команд не прошли это испытание, скажем так. Это тоже повлияло. С другой стороны, повлияло, наверное, и то, что мы все-таки даже ту же историю с Пелагеей мы вынесли как сериал. Ну, до нас этого особо никто не делал. Вроде бы как бы банальный ход. Да? Да нет, не банально, нет. Ну, не нет, очевидно. Я имею в виду банальные, потому что до нас это уже подходили к Пелагее, признавались ей в любви, дарили цветы, но никто не делал из этого сериал. Ну да. Сериал — это такая история, за которой интересно наблюдать. Да, развитие, да. Развитие, там уже какие-то новые ходы. И то есть, возможно, члены жюри, на них это тоже сработало, что что они сделают дальше с Пелагеей? Может быть, еще за счет этого. Вот, так, чтобы... Вообще было такое, что вы, к примеру, на сборах там играете какую-то игру и видите, что очень круто шутит команда, и такие думаете, блин, ну
у нас так навряд ли получится. Постоянно. У вас это все время, да, это изжога, вот это, что конкуренция, все. Ну, есть такое, что есть небольшая неуверенность в своих шутках, и думаешь, что вот они порвут, и все, они первое место заняли. Давай. Ну, до определенного момента, наверное, до редактуры, до первой какой-то проверки на своих близких, на друзьях, ну, на самих себе же в первую очередь. Наверное, есть какое-то сомнение. Потом, когда мы собираем этот материал, идем на первую редактуру, то есть если редакторы это оставляют, ну, мы понимаем, значит, это смешно. Но все равно сомневаемся, да? Все равно Не, ну сомневаемся. это логично, потому что редактора тоже не супер эти. Они, конечно. Никогда не знаешь, как шутка зайдет. Ну, это понятное дело. Но когда уже в последний момент выходишь на сцену, ты уже не должен сомневаться. Ты можешь до последнего сомневаться в этих шутках, там где-то пытаться, может, усмешнить, улучшить. Но когда ты уже выходишь на сцену, все эти сомнения нужно отбросить, выходить и заносить как самую смешную шутку это все. Слушай, ну, давай вот вернемся опять к Пелагее. Я, честно говоря, когда первый смотрел, ну, старое чувство было, вот касаемо КВН, мне всегда не нравилось, когда игроки работали с жюри. Мне казалось, что это такой немножко гниловатый такой, да, читерский ход. Вот это вот начинаются вот эти цветы, там вот эти заигрывания. Я всегда это не любил, вот по старым КВН. Начинает к этому Мостякову обращаться, там он там, ну, вы понимаете, о чем я говорю. А здесь я смотрю и такой думаю, блин, ну, это просто на грани какого-то провала. То есть вот просто вот по лезвию ножа вот эта вся история. Ну, в чем здесь может быть плюс? Возможно, ты прав, потому что ну, там, цветы или еще что-то, ты, ну, обычный человек может подумать, что мы типа как бы там подлизываемся, да? Но мы туда умудряемся какие-то шутки там вставлять. Это не просто там букет цветов, и вот поставьте нам, да? Вот, да. Мы умудряемся какие-то шутки там говорить. Плюс, как нам кажется, за этим интересно наблюдать, потому что это происходит здесь и сейчас. Она, допустим, Пелагея, она не знает, что там будет происходить. Подожди, это же не импровизация была все. Нет, но я-то знал, у меня заготовленные шутки, она не знала, что я буду говорить. Никто не знает. Да. И то есть интересно наблюдать за ее реакцией, как она там себя поведет, где она засмеется, не засмеется. Ну, это, ну, не знаю, это своеобразная такая, наверное... А ты вообще как себя чувствовал? Ну, все-таки Пелагея, там, ну, это же, ну, величины, скажем так, да? Ты вообще как, ну, такой дерзкий, борзый, блин, подкатил, что-то там сказал? Это, ну, на третьей игре я уже был более-менее так раскрепощен. Первые игры я прям вообще был такой замкнутый, наверное, ну, я очень волновался. Ну, вот первую игру это я вообще волновался. Когда мы в 2019 году поехали в Светлогорск первый, это вот до попадания в высшую лигу, мы на Первый канал попали со Светлогорска. Вот тогда я просто вот за кулисами стоял. Ну вот вы когда писали шутки, ты говорил, типа, да я не буду это делать. Вы что, типа, вообще, ну вы же это придумали? Я пытался это так сказать, но команда меня переубедила, типа, надо. У нас больше ничего нету, да, надо, давай. это смешно, подходи. Это смешно, это должно сработать, как бы, ну ладно. Пришлось переступить через себя, я попробовал, я понимаю, что, в принципе, это может быть смешно. Я постарался это сделать, не знаю, как там сильно получилось, нет, но... Ну, у вас сейчас какая вообще философия юмора? Вот этот вот Гринч, да, вот на грани фола, там, когда ты смотришь, и тебе неудобно, условно говоря, за того человека, который это все делает. Я понимаю, что все это юмор, что все это, ну, какая-то актерская подготовка, да, то есть я бы точно не смог, но 100%, я думаю, что многие так. Я вот на тебя смотрю, ты просто с каменным лицом, там, что-то творишь, какую-то дичь, ну, условно говоря, да. Я думаю, блин, ну, это круто. С другой стороны, это как бы такая одна школа юмора, да, но есть же еще и такая высокоинтеллектуальная школа юмора, которые были там, допустим, «Новые армяне», там условные, да, то есть такой интеллектуально очень смешной юмор. Сейчас он куда-то делся или представители уже все выросли этой школой? Или у вас это есть? Я просто весь же выпуск не видел, то есть я все не смотрел. Ну, мы пытались, как бы мы начинали с этого, там, скажем, в 1/8, но опять же мы свернули из-за Пелагеи, пошли в другом направлении. А так изначально у нас было такое направление, что я говорю острые какие-то шутки, ребята показывают номера, мы разбавляем, чтобы, допустим, ну,
по максимуму всем было интересно смотреть, кто любит тонкий, острый юмор и какие-то баловство, какое-то баловство там, допустим, номера. Не знаю, но сейчас по воле судьбы мы пошли в том направлении. Стремимся, да, мы стремимся. Мы надеемся, что мы Ну, вы вернемся к понимаете, этому. да? То вы понимаете, что Конечно. Да. Мне кажется, как никто понимаем, и, конечно, мы хотим, потому что в любом случае мы выступаем на сцене, стоим, мы хотим показывать достаточно высокий уровень юмора, хотя все равно будет говорить, что это все очень плохо, но тем не менее мы к этому стремимся. Ну, слушайте, ну, юмор – это самое сложное, как по мне. Вот самое сложное – это юмор. Попасть в аудиторию очень сложно, реально. То есть придумать что-то актуальное, что-то смешное. Очень сложно. Это очень субъективная вещь. Очень субъективно. То есть ты даже в зал можешь не попасть. Ты не можешь сказать это от всех, да, это смешно или не смешно. Да. Кому-то это будет смешно, Да. кому-то это будет не смешно. Поэтому наверное, у каждого своя аудитория. Ну да, задача попасть в максимальное количество людей. И мы понимаем, что мы плюс-минус понимаем, кто сидит в зале, мы понимаем, кто сидит в жюри, мы пытаемся работать на них. То есть в любом случае любая игра, она играется в зале. То есть понятно, что по телевизору будут разные люди смотреть, но ты должен сделать игру в зале, чтобы максимальное количество засмеялось. Вовлечение было. Да. А к Светлакову ты же подошел? Ну, Да, с да. текстом, с стихотворением В этом на году, немецком да. языке. Это просто я это видел. Ну, ты вообще почувствовал от него что-то? Он с тобой работал или он так, типа, блин, ну, что за фигня? Ну, я уже второй раз, я еще в том Ну, году давай за к нему этот раз. подходил. За этот раз я ничего не почувствовал, потому что, по сути, я подходил, и я должен был к нему подойти, и потом остановиться, сказать, подожди, а если он не знает немецкий, Да, как я и да. сказал? Как ты сказал. Да, я подошел к нему, а он, понятно, что он был заранее предупрежден. Что это к нему будет? подойдут. Конечно. То есть, я не знаю, он либо начал играть на публику, да, чтобы более заправдышно это выглядело. Я к нему подхожу, и он мне, там видно в эфире, что он наклоняется и говорит, а что будет? Почему? Мол, типа, что сейчас будет, что мне нужно Ну, делать? молодец, подыграл, значит, тебе? Молодец, конечно. А я, ну то есть, я иду, я понимаю, что мне нужно сейчас сказать эту фразу. Он знает, я знаю. Да, все нормально, я сейчас дойду, я слушаю, что говорит Алим, потому что мне нужно понять после А, у каких тебя слов. здесь есть? А, ты Нет, его я слышишь? слышу, Я да. думал, у тебя жучок есть. Нет, Алим должен сказать там какую-то последнюю фразу, Да. после которой я должен, подожди, а если он не знает немецкий? Я к нему подхожу, слушаю Алима, и тут он ко мне, а что мне, что? Подожди, а если он не знает немецкий? Я понимаю, что он меня сейчас собьет. Я сейчас не услышу, где мне нужно сказать, и будет пауза. А я, короче, отморозился. Я говорю, Сережа, Ну, если он сыграл, то он сыграл правдоподобно. 100%. Потому что он понимал, что к нему подойдут. Мы ему сказали, что его предупредили, что надо будет прочитать этот текст на бумаге. Там был действительно этот текст А на русском было написано или на немецком? на немецком. То есть он прям за правду читал на немецком. Да, но он знает немецкий. Ну, он же извинялся. А с Пелагеей это была неожиданная история. Не прописанная. Пелагея, допустим, не знала. А Гагарина, Полина Гагарина знала. Ну, потому Там что, это- да, это уже она была. То есть Пелагея была, по сути, объектом, да, От этого Пелагеи, всего. да, там ничего не требовалось, просто как бы ее реакция. А Полина, от нее требовалось как бы участие в этом. Причем там была такая ситуация, в общем, редакторы перед игрой подошли к Полине Гагариной, предупредили ее, что команда Да. из Крыма подойдет пригласить на танец, надо будет выйти потанцевать. Да, да, согласен. Она согласилась, все хорошо, говорит. И в тот момент, когда я подхожу к Полине, я говорю, Полина, можно вас пригласить на танец? У нее там на ногах какой-то плед, что-то она, видимо, забыла, вспомнила резко, начинает плед убирать и что-то начинает врасплох, короче. отказываться. Говорит, нет, подождите, это как-то неправильно, я не могу. А я такой стою, думаю, как? Мы же вам бабки, да? Ты же в курсе, что ты делаешь. Ну да. Ты же должна выйти. Весь зал смотрит, что сейчас будет происходить. Я стою, просто думаю, что У делать тебя реально дальше. номер сыпаться начал, потому что, ну, это же всё. Конечно, я стою, думаю, что мне делать. Она там бегает, говорит, нет, я там так не могу. Пелагея моя подруга, это неправильно. Да, она вообще начала тоже, как и Светлаков. Подожди, это вырезано было с эфира? Или... Да. это было. А, то я смотрю, что я этого не видел. Да, она там говорит, типа, Пелагея моя подруга, я так не могу.
Я говорю, вы многое про нее не знаете. Ну, мне приходилось уже что-то А сколько эта импровизировать. пауза длилась вообще? Полминуты. Мне казалось вечность, да, я не знаю. Я но- думал, я там вечность стоял. Ну и в чем плюс этой всей истории? Все равно зал, который сидит, он видит это, и он понимает, что это не прописано постановочно. заранее. Да, потому это что круто. они смотрят на Алима, который Даже на каменном лице да, там. стрессовое положение, и они понимают, и им еще интереснее, они такие, а что он сейчас делает? И то есть Алим там начал как-то импровизировать, Ну, вылез понятно. в итоге, да? Да, и все равно. Потом Пелагея, да, сказала, Пелагея, да, такая, Да, типа, иди уже. А, то есть он прям Пелагея сказал, типа, да. выходить? Да. ну, Пелагея, скорее всего, понимала, что сейчас у ребят там что-то заготовлено. Посыпется шутки, же. да. Полина впервые, по-моему, она сидела, да, в жюри на КВН. Поэтому Пелагея-то уже опытная в этом плане. Она понимает, что Полина портит выступление ребятам. Ну и потом все встало на рельсы, и нормально. Ну да, это было интересно. А если бы она отказалась, то как бы все, да? Но там бы пришлось бы просто Импровизировать как-то жестко. импровизировать жестко. И Мешок на голову, раз, стала танцевать. Да, ну это, знаешь, еще мы после игры уже... Это всегда так. На игре что-то происходит, и потом надо было там вот Ну, так сделать, вот так да, сказать, по-любому. а я вот там... Да. Это всегда так. И мы потом накидали, конечно, много шуток. Ну, таких заготовочек все равно нужно иметь, да, там, быть готовым. Там, к Блин, в каким-то- следующий раз мы будем... Ну, слушай, ну, у тебя же, получается, уверенность какая-то появилась вот в таком перформансе, Да, получается. ну я прокачался. Я Прокачался. думаю, Потому что я-то увидел вариант, когда ты уже такой борзый идешь, такой, типа, ну, что там, потом раз, ролик показали, где-то там ты уже, это целая история. А я же не в курсе. То есть, если бы я всю историю знал, как бы я понимал, да, о чем идет речь. А тут я смотрю, ты такой дерзкий подошел, там, что-то там ей вещаешь, она такая, ну, немножко в шоке от тебя. Ну, Да, чтобы нормальный перформанс. смотреть наши игры, нужно как сериал сначала посмотреть. Потому Ну, что, хотя мы на там торрент напоминаем. залейте, чтобы первая серия, вторая серия. Хотя там мы напоминаем. В любом случае мы понимаем, что люди, которые в зале, они, возможно, не видели. Невозможно, скорее всего, не Скорее видели всего, не видели. предыдущие наши игры. И у нас в каждой игре есть этот видео. Вот этот ролик, он просто реально, он все сразу на место поставил. Ну, То ты есть, сразу же понял, да, правильно? да, я сразу понял. То есть я такой думаю, ну ничего себе. Ну, и потом я, получается, когда этот ролик показали вообще, то есть, ну вы же придумали его показать, да, типа, что было в прошлой серии. И реально, человек, который ничего вообще не видел и вообще ничего не знает, он моментально в курсе дела, все понятно. Ну, для этого, да, и шутка уже, она зашла. Если бы этого видоса не было, ну, блин, а что там, ну, ты на словах ты вообще не объяснишь. Момент, когда вы победили, да, вот, ну, полуфинал, да, получается, победили. Нет, Кубок мэра. Кубок мэра. А сейчас вы вышли в финал. Все, есть. Ну, Кубок мэра – это победа. Вы победитель, да? А после этого вот у вас есть какая-то раздевалка, какой-то фойе, где вы все эти команды встречаются, поздравляют? Вообще есть какое-то общение после этого? Зависть там, не знаю. такое? Драки, наверное. Ну, типа, самые да, интересные. зачем и почему? Нет, у нас, ну, из-за пандемии, наверное, мы вообще получилось так, что команда отыграла и уехала сразу. Нельзя оставаться. А мы последние выступали, то есть закрывали концерт. И мы уже на тот момент, когда мы счастливые выходим, уже никого нету, понятно. Да зачем? Да. Ну, а раньше Ну, вообще... это в этом году только так. То есть вам по-настоящему не дали насладиться победой, вот это, да? Да не, мы самостоятельно сами собой насладились и поехали в гостиницу. Но раньше вообще принято после каждой игры есть банкет. То есть, где все команды приезжают, Да. Ну, делятся общение, эмоциями, автопати. да, типа автопати. Ну, короче, вот последний раз не было. Как мы зашли в этот сезон, все это прекратилось. Ну да. Теперь у нас новые правила, да? Да, скажем, А даже более того, Александр Васильевич раньше приходил, Масляков, на банкеты. И Но он сейчас боится, наверное, особо-то ходить. сейчас, да. он сейчас даже на Кубке мэра, он обычно стоит на сцене за тумбой, Да. а в этот раз он сидел на балконе и оттуда вел. Ну, Кстати, меры предосторожности. Что? сегодня у него день рождения, я не знаю, знал ты, не знал. Конечно, знал. Это у меня Поэтому мы седьмой сегодня- вопрос у меня был на эту тему. А, все, прости, подрежем. Нормально. Так, насчет, ну, вы же относитесь к тем КВНщикам, которые еще не вышли из КВН, а то есть такое мнение, что КВНщики, которые уже в другой теме, они немножко нелестно говорят о нем. Хотя я всегда думал так, что он реально дает возможность людям. Вот просто. Ну, если смотреть на тот КВН, о котором ты говоришь, что, где новые армяне, тогда... Нет, это сильно далеко. Ну,
Ну хорошо, до какого? До 10-го года? Ну, скажем так, ну, Харламовы всякие, да. Ну это плюс-минус та же, да? 2001, 2002. Просто в те времена, кроме КВН, по сути, юмористических проектов не было. То есть молодежь, которая могла прийти в КВН и оттуда получить свою путевку. Сейчас очень много площадок типа Comedy Battle, Открытый микрофон, Русские не смеются на СТС. Ты можешь вне КВН обойти КВН и просто показать свои возможности, свой талант. Ты даже сам просто на Ютубе свой канал там. Да, совершенно верно. Но все равно КВН дает тебе школу, которую ты не можешь получить нигде. Если раньше ты шел в КВН, получал эту школу и шел на разные проекты, это универсальный боец. Ну да, да, я который понимаю, о может чем и ты говоришь. написать, Да, и сыграть, и срежиссировать. То сейчас очень много таких площадок, где ты можешь развиваться быстрее, скажем так. Не играть 10 лет в региональных лигах, потом в центральных лигах, потом Да. высшую лигу. Вот в этом и есть разница. Почему говорят, что сейчас КВН уже не такой, как раньше, то есть не такой трамплин в будущее. Потому что много молодежи не идет туда, потому что они считают, что КВН устарел. Они не смотрят КВН, потому что есть более успешные, как они считают, и, возможно, так и есть, проекты юмористические, которые они смотрят, и у них уже сменилось. То есть они хотят подражать не людям, которые играют в КВН, а которые приходят в Comedy Battle, либо в открытый микрофон. понятно, да. Тренды поменялись, поэтому. Но опять же, я еще раз повторю, что та школа, которая идет в КВН, ее вряд ли где-то можно получить. Ну вот смотри, если, условно говоря, да, вы связываете с КВНом ну, свою жизнь, да, то есть вы говорите, что КВН это большая часть вашей жизни, почему тогда нету вот этого YouTube-шоу, вот этого всплеска, вот этого выброса, этого желания заниматься юмором на площадке? Нас не хватает просто на это. Просто мы все силы сейчас кидаем, скажем, на сезон, на сам КВН. А помимо КВН, это нужно будет сюда еще что-то думать, писать. У нас мы просто не можем сколько это времени, физически вот сколько разорваться. это хронометража ваше выступление на, допустим, на одно выступление? Сколько это времени примерно вы на сцене проводите? Ну, по-разному. Ну, одно выступление, один конкурс, где-то 10 минут. Но опять же, ты никогда не можешь угадать заранее. Ты выходишь. Понятно, с эфира что-то подрезают, Да. но плюс-минус 10 минут это один Ну, конкурс. чистого материала там даже Да. где-то 8, может быть, вот так минут. 8-10. Плюс есть еще второй конкурс, есть третий импровизационный, ну, когда есть, когда нет. Но тут Алим имеет в виду, наверное, чуть другое. И у нас есть желание, у нас есть так, в перспективе, мы хотим сделать какой-то YouTube-канал, либо какой-то юмористический проект, но просто сейчас нет времени распыляться. Когда ты распыляешься, все равно концентрация чуть-чуть. Ну, а это не может быть, Бывает. ну, типа, знаешь как, вот, допустим, КВН это основная история, а на YouTube-канал вы там какую-то побочку какую-то выбрасываете, какие-то приколы, шутки. То есть даже жизнь просто команды, она тоже может быть контентом, по сути. Это же получается, ну, это же поддержка все равно. То есть вот, допустим, есть там команда «Полуостров», да, но чтобы ее все знали, обычные там, чтобы ваше выступление в Москве не было так, что неожиданно, да, вы выступили, у вас все получилось, и о вас люди узнали. Чтобы люди знали, что вы едете туда, что вы там, что вы это. То есть вот не было такого ощущения, что это нужно делать? Думали, мы даже пытались пару раз, ну, знаешь, снимать бэкстейджи там вообще с Да, этой игры, за да, кулисье, вот это все. Но все эти попытки наши были тщетны, короче. Мы поначалу начали снимать, а потом, когда уже ты бегаешь и думаешь, так, нужно дописать здесь, нужно завтра игра, и уже не до этого абсолютно забывается все. Ну да, мысли такие были. Так, ну, в принципе, понятно. Но я думаю, что в любом случае у вас же накапливается очень много материалов. Ну, вы же все в эфир не даете, да? В любом случае какая-то побочка будет, чтобы потом в итоге и это сработало, да, на какое-то YouTube-шоу. Ну, у нас есть как бы, ну, бывает, что мы на корпоративах показываем тот материал, то, что не вошел в эфир, то есть мы проверяем тем самым. Либо который не вошел в формат, то есть это не формат КВН, мы... Корпоративы? Что это значит? Ну, корпоративы не в целом команды, допустим, «Полуостров», Да. возможно, а просто там какие-то корпоративы, на которых мы выступаем, там, часть команды выступает, скажем так, есть. Не, я понимаю. Ну, То есть это
Это до шабашка, пандемическое время было, сейчас это все реже и реже. Я понимаю, что вы можете, условно говоря, вдвоем поехать, и это будет выступление команды «Полуостров», по сути, да? Ну, нет. Это Или будет- резиденты, как это называется грамотно, Это будет- чтобы не обидеть никого. Я не знаю, как это Ну, назвать. можно и так, и Можно так. сказать. А что- нет такого авторского права? То есть, вот вы команда, и вы не можете там в рамках там, ну, не команды ехать куда-то выступать. Есть какие-то ограничения? Есть у нас, по сути, мы заключали контракт с компанией «Амик», Александр Масляков и компания. Ну, и то есть понятно, что все концерты команды КВН «Полуостров» Да. только через концертный отдел компании «Амик». Концерт – это готовый контент, да? Вот вы выступили, Концерт, это выступление, уже контент. Да, да. То есть вы эту программу катать не можете где-нибудь там на море, в Сочи, там где-нибудь Нет. на день рождения олигарха. Без да, условно? участия, скажем, Амика, нет. Да, но мы можем брать материал, который не вошел, и не как команда КВН «Полуостров», а просто как Алим, там, А кто Рустам. про это узнает, если вы там откатаете какую-то шутку где-то? Да может и никто не узнает, но зачем? Ну, то есть мы уже были прецеденты, были команды, которые в обход этого Ну, вас всего тупо снимут выступали. и все, и до свидания. Да, Да. ну, зачем рисковать? Да, мне правда нравится. А этот, ну, условно говоря, вы можете там связаться с Амиком и сказать, вот есть там такое коммерческое предложение, и там на какой-то договор... Нет, это как можно. правило, люди обращаются к нам, а мы отправляем в концертный С ними. отдел. Если договоритесь, тогда мы выступаем. Да, да. Либо они сразу напрямую туда Либо обращаются, они, да. а Амик уже нам. То есть, Там работа есть, да? Опять да. же, это в данном случае из-за пандемии это все очень... пока еще у нас такого не было, скажем. Это То есть всё она вас серьезно теоретически. задела, да, эта вся история пандемии? Ну, получается, мы зашли в высшую лигу, мы сыграли первую игру в марте, Да. И в началось. феврале, 28 февраля мы сыграли, в марте, да, состоялся эфир, и все закрыли. То есть и мы... Ну, вы особо- сыграли еще нормально, да? Залы полные были, Да, все. да, Да, да. Самая первая игра. Ну, еще когда не полный зал, это, конечно... Вот мы последнюю игру играли на Кубке мэра. Это уже совсем не те ощущения. Знаешь, когда вместо зрителей сидят картонные кивенчики, там 2 через 2. То есть зал Народу очень мало, да? на треть заполненный, сам зал маленький. Ну и нет той атмосферы. Ну, Когда конечно. большой зал набитый людьми, там совсем по-другому. Когда ты говоришь шутку, ты получаешь Сразу отдачу от реакцию зала, получаешь. ты совсем по-другому включаешься. Пропадает, скажем, какое-то волнение, ты настраиваешь контакт с залом, Да, да. у тебя все идет гораздо легче. А когда ты говоришь шутку и полупустой зал там не знает, как смеяться, не смеяться, и все, и это уже какое-то напряжение, все чувствуется, и может все выступления посыпаться. Поэтому, Ну, ты там уже можешь просто выдавать свой материал и все, да, то есть без участия, без... ну да, ну, и Вовлеченность. это же влияет на подачу, как ты будешь. Если ты все поник, ты уже эти шутки будешь говорить просто да. как текст, а не как шутку. Ну А ты да. должен именно донести ее. Да, согласен. Так, ну, понятно, с КВН, в принципе, понятно. Вот вопрос еще у меня один есть по этому вашему веб-сериалу, вот это «Санта-Барбара Брызги». И, кстати, нужно быть как бы честным в каком плане, что я сегодня просматривал Инстаграм, и там написал комментарий Искандер Усинов, фотограф. Он у нас был в гостях в студии МСБЗ. Есть такой Искандер Усинов. И он там написал про Санта-Барбару Брызгу, что он ждет продолжения, и что ему она зашла. И я тебе говорю, что и мне она зашла. И я даже пересматривал, там кому-то показывал, ну, какие-то фрагменты, какие-то моменты. Это реально смешно. То есть я не скажу, что это какой-то высокоинтеллектуальный юмор, да, но это сделано смешно, с душой, что называется, да, с какой-то атмосферой. Расскажи немножко про это. Что вот Это- там ты с Мустафой, да, с Аганджеевым был? Да. А почему нет его в команде? Он Ну, у деньги него зарабатывает. не получилось, скажем Он так. по Он- классу не прошел. Нет, мы его звали, изначально он должен был быть в нашей команде, но по каким-то его личным причинам он... То есть ты не знаешь его причины? Ну, бытовые, скажем, какие-то там темы. Да, он просто перестал ходить. Но он же женатый? Да. Все. Двигаемся Вот, дальше. да. Так что Близко. Санта-Барбара Брызги. Да, да. Это вообще, ну, мы не планировали, знаешь, это тоже так все спонтанно получилось. И это своего рода, ну, совсем другой юмор. Мы прям осознанно шли на этот тупняк. Да, знаешь, да, он да. называется. Супер абсурд такой. Типа. Ну да. То есть это... Мы первую серию сделали просто так вот по приколу. Закинули в инсту. Смотрим там
ну, многим людям позаходило, люди начали писать, давай ждем продолжения. И мы что-то начали там вторую, третью серию. Ну и нам самим это очень нравилось. А потом мы на тот момент работали с Мустафой вместе на одной работе. Потом я ушел оттуда, и у нас просто физически не получалось как бы собираться и придумывать новые серии. Конечно, была бы возможность с А удовольствием сколько всего возобновить. серий там было? 6, по-моему. Вот 6, я вот- есть трейлер. Цифра 6 у меня, ну, как бы в голове есть, но я думаю, может быть, я что-то, ну, не видел. Ну, есть там помимо серий, есть отдельные, скажем, такие как бы скетчи, которые не в сезоне. Скажу такое Не громкое прошли слово. да. модерацию, да? Ждем полный метр, да? Да, кстати, твой коммент, да, это был такой? Может, я не помню, это так давно было. Да. Ну, Но а- я все-таки, у меня где-то в глубине души, я все равно надеюсь, что когда-то мы это с Мустафой возобновим. Слышишь, Мустафа, ты меня слышишь? Санта-Барбара, Брыльска, братан. Давай. Не, но она реально, ты понимаешь, что она реально как бы находит отклик, да, от людей. Понятное дело, что это не высокоинтеллектуальный юмор, он такой максимально ситуативный какой-то, то есть там, ну, на грани абсурда, но он все равно интересный. То есть это что, понимаешь, у нас как? У нас же на безрыбье рак щука, да, то есть у нас же нет такого, что выходит по 20 интересных там сериалов юмористических, и мы такие носом воротим, типа это нормально. То есть вот на этом, на этой диете, вот на этом голоде, мне кажется, люди прям ярче воспринимают. Ну, это новый какой-то, такого формата я просто не видел, наверное. Это инста-сериал, да, там Ну, буквально формат эти сериала он сейчас есть, но он, да. Ну, наверное. Так, Ну, вот такого типа, я не знаю, он своеобразный получился. нет, ну, есть какие-то планы там где-то сняться, что-то куда-то вот по юмористической теме? Очень много. Очень... Свои планы. Да, то есть у нас есть много задумок. Бывает, приходят идеи, мы понимаем, что на КВН это не реализуешь. Есть, допустим, какой-то, может быть, из этой идеи снять какую-то короткометражку или большой какой-то скетч, на который нужно заморачиваться. Но мы понимаем, что сейчас не до этого. Возможно, когда мы подосвободимся, мы к этому придем и новый какой-то контент для нашего YouTube-канала, откроем YouTube-канал. Ну вот смотри, будем вот закидывать. ты когда говоришь «освободимся», да, ты мне напоминаешь человека, который работает на заводе, вот он проснулся так, КВН там, и все, и начал работать. Но это же не так происходит на самом деле. Понимаешь, здесь от юмора тоже устаешь. Вот, действительно, понимаю. вот когда ты на протяжении там месяца готовишься к игре, ты постоянно пытаешься писать какие-то шутки. Вот ты отыграл игру, все, тебе нужно, по крайней мере, я за себя говорю, не Неделю. знаю, как, да, там за других. Мне нужно вообще отречься от какого-то юмора там на неделю, лучше на 2, чтобы в следующий раз я пришел уже со свежими силами, с новыми идеями, потому что, мозг тоже устает. Я вот вне КВН, поэтому я, наверное, в жизни я стараюсь как поменьше там шутить, Энергию, да, бережешь? берегу энергию, просто все, мне это не нужно, я хочу Да, отдохнуть. есть еще такая история, вот, допустим, у меня, по крайней мере, опять же, там 3 недели на игре, каждый день ты пытаешься придумывать что-то, у тебя мозг уже заточен под это, до последнего дня ты что-то думаешь, так, вот такую шутку, потом игра проходит, ты приезжаешь в Симферополь, и у тебя еще по инерции, ты вот просто в разговоре с человеком, он что-то говорит, и ты ему вот шутку какую-то. прикинь. Пакет, макет, да. Да. Ну вот любую, я понимаю, что у меня уже здесь не нужно шутить, не нужно, мы просто разговариваем. Еще как бы вот эта инерция идет. И бывает, вот Алим сказал, человек устает, но еще бывает, когда долго, допустим, вот пандемия тоже, это сколько месяцев, 4 или 5 месяцев сидели дома, по сути не занимались юмором, и первая игра это тяжело, потому что мозг остывает. Ну, не видимо. до смеха было, да, условно? Да, тонус теряется, Да. и ты заново начинаешь свой мозг разгонять в эту сторону. Тоже тяжело. То есть долго плохо не шутить и не думать. И Не, ну вот то, что Алим говорит, мне кажется, это самое оптимальное. То есть ты поработал, потом раз отпуск, ты отключаешь все, там максимально абстрагируешься, потом раз, появляется какое-то желание, опять включаешься и начинаешь работать. Ну, насчет как бы идеи, как бы это хорошая вещь вообще. Ну, в любом случае, знаешь, это мне кажется, что когда-то возникнет критическая масса шуток и не сделанных вещей, что оно все равно во что-то выльется, по-любому. Ну, по-другому не должно быть. Не может быть. Какие ощущения были от этой конференции? Там ваши фамилии, там какие-то микрофоны.
Это что-то новое было для вас? Ну, у нас было как бы такое, что мы после игры приезжаем, и местные телеканалы у нас берут интервью, мы там объясняем, в принципе, про КВН, как шутки пишутся. Но сейчас, когда, скажем, Крым достиг своих небывалых высот, да, прорвался на такой уровень финала, теперь это перешло на какой-то новый уровень. И для нас, для самих, как бы мы такие, пресс-конференция, да, это, по крайней мере, звучит. Да. Ну, для нас это, скажем так, приятный сюрприз. А есть у вас в команде кто-то, кто отвечает за вот эти вот отношения, там, может кому-то звонит, с кем-то созванивается? Это все равно работа же, медиа. Да, у нас работа. есть директор, Саша, тот же человек, который Как менеджер, да, получается? Он директор команды, да, так называется должность. То есть какие-то моменты по организации он решает. Ему звонят по поводу пресс-конференции, там, приглашений на радио, на телевидение. То есть он это все принимает какие-то решения, советуется там с нами и оглашает это. Ну, то есть все организационные моменты. Ну, условно говоря, там и деньги вопрос он решает, да, то есть, это очень важный человек, по сути, да? Да, Ну, конечно, да. Без него это все не работает, потому что он на себя берет не творческую работу. Но он же на сцену не выходит. Выходит. Выходит на сцену. И творческую в том числе. Через меня, через одного стоит рядом с Рустиком. Да, справа. Но он прямо отыгрывает, да, то есть он участвует. Да, он участвует. Он человек, который, я же говорил, взял на себя и не творческую часть, и творческую. Он также работает там в процессе написания шуток, но и стоит на сцене, играет в миниатюрах и номерах. Ну и также еще занимается организационными вопросами, как директор. А вот насчет шуток не было такое, что типа я хочу это пошутить, там типа нет, я там, такого не было? Ну, было это, наверное, синдром молодой команды. Раньше, да? Да, я не помню, чтобы у нас такое было, но это команды, которые уже условно играют в высшей лиге. Допустим, мы уже сами понимаем, кто должен какую шутку Чья говорить. шутка? Да, то есть если у Алима есть образ интеллектуального человека, капитана и главного, он говорит интеллектуальные шутки. Если у меня там есть образ, который там, можно сказать, в противовес Алиму, я говорю какие-то глупости, как правило, за которые Алим меня отчитывает, то какую-то глупую шутку скажу я. Ну да. Там есть у нас певец, который, если вокальная песня, тоже поет он. То есть мы уже сами, скажем так, понимаем, вот придумалась шутка, кому она, от кого она зайдет. Все понимают, у всех общая цель. Да. Ну да. То есть, если молодая команда, там цель может быть себя показать, да, а тут вы уже понимаете, что вам, реально нужно работать на результат. Как бы, понятно. Ну, через это мы все проходили, да, когда были столько лет молодые, уже. конечно. Столько лет уже. Да. Золотые были времена. А вот, кстати, команды, которые играют, они молодые по возрасту? В высшей лиге. Ну, вот пусть сейчас играли последнюю игру. Там состав какой по возрасту? Последняя игра, она была чуть-чуть как фестивальная. Там 3 блока играла участники, победители Тавриды, там молодые команды, участники премьер-лиги, там тоже есть и молодые, и средние, и участники высшей лиги. Вот мы в блоке с высшей лиги. Ну, в высшей лиге, если так сказать, там уже есть и молодые команды, но есть и которые постарше нас, скажем так. Очень разные. И вот сегодня, кстати, мы на пресс-конференции тоже затронули тему, что КВН же это студенческая игра. Ну да. Почему взрослые мужики, которые явно не студенты, выходят на сцену? Потому что они начинают в КВН играть, и все КВНщики студентами. Они к 5 курсу только разгоняются. Но ты идешь к этому пути, да, и пока ты дойдешь до высшей лиги, ты уже не студент. Седой, лысый мужик. Да. Уже шутки понимаешь, да? Ну а что, реально, первый курс, что он может показать, да? Ну, условно говоря. Разные есть. Есть я в Сочи на фестивале, вот в том же, где приезжают все команды. Я не помню, какая команда и какое название, но я смотрю, ребята молодые, явно там 17-18 лет выходит команда, откуда-то там играла в какой-то региональной лиге, и они выходят, и они все артисты. То есть у них и шутки такие, разные, скажем так, не интеллектуальные, но они просто веселятся. Да. Видно, что им это органично, По кайфу. они вышли повеселить людей. 17-18 лет, не больше точно. И вообще такие команды, когда ты смотришь и понимаешь, что они кайфуют на сцене, это вообще все, у этой команды будет все хорошо, явно. И то есть я сижу и я думаю, слушай, если они сейчас уже на таком уровне выступают, когда они начали, и... Надо быстрее завоевывать, да, там, высшую лигу брать. Да, потому что молодежь
очень шустрые. Хотя, я сейчас об этом подумал, есть же еще юниор-лига. То есть люди, которые со школы начинают. Есть телевизионная, кстати, юниор-лига, которую показывают по СТС, детский КВН называется. То есть многие начинают играть, да, раньше, то есть они приходят к 17-18 уже готовыми специалистами. Да, уже с опытом на сцене. И они Ну, то есть у них есть все, кроме шуток, да? То есть если еще шутка есть, то они могут ее подать и там... Да, у них есть опыт на сцене, это самое важное в их возрасте, а там уже шутки они научатся. И вот еще один момент, который хотел спросить, касаемо вот этого цеха шуток, да, то есть вы собираетесь где? У вас есть какое-то место, где вы все собираетесь, чтобы написать шутку, там что-то проработать, материал какой-то отработать? Где придется. У нас Ну, то есть у вас такого места нет, да, конкретного? Здесь в Крыму? Да, Нет, у нас есть там у ребят офисы, где мы собираемся. Иногда, когда университет работал, мы там собирались. Там есть сцена, там очень удобно. Но в последнее время мы чаще собираемся уже в Москве из-за вот этих перерывов маленьких очень. Мы приезжаем. нет смысла уезжать, да? Нет, мы уезжаем, уезжаем, мы не успеваем здесь в Крыму полноценно пособираться, можно так сказать. Когда там неделя-две у тебя отрезок, ты чуть-чуть отдохнул и едешь, и уже там в Москве перед игрой непосредственно собираемся, там репетируем, пишем материал. Чаще так сейчас, в последнее время. Я понял. Ну, вы, в принципе, от КФУ потихоньку и уходите, но как только вы вышли на региональный уровень... Ну, мы, честно сказать, мы уже как бы по старой памяти, да, нас объявляют, что полуостров, Крымский федеральный Да, даже университет. где-то очень смешно было у нас Александр Типа вы Васильевич. студенты, да, такие? А вы Ну уже- да, как бы, нет, особенно я, знаешь, что ты студент. Ладно, чур. Нас так и объявили. В первой лиге Женя Донских, он объявил нас, встречайте, студенты крымского. И он выходит. Не, ну а что, сейчас не поймешь вообще. Ну что, заочник, что? Больше похож на заочника, который второе образование получил. Да, Я понял. который уже работает, ну, Так, получается, у вас финал будет в декабре. 15 декабря. То есть вы сейчас все делаете для того, чтобы там все выступить. Вы сейчас в процессе написания, да, все? Это же игра недавно была, да, когда вы взяли Кубок мэра? Да, в ноябре, 8 ноября день рождения КВН, и в этот день проводится Кубок мэра. ну, до Кубка мэра еще был полуфинал, которого еще эфира не было. Кстати, эфир полуфинала будет 6 декабря, да? Да, сегодня вот нам сказали, что... 6 декабря будет 6 декабря полуфинал, будет полуфинал. потом 15 будет финал записываться, и выпускаться он будет уже где-то в январе. Под да? Новый год. Под Новый Под Новый год год? показывают 30 31 января показывают. Полную версию, да, показывают? Ну да, сразу всю игру. А в Москву когда вы уезжаете? В субботу. А когда Мы вот выйдет? Может, мы уже уехали. Мы 28 сейчас что, ноябрь? Не, вы успеете выйти. 28-го. 29-го. 28-го. Мы уезжаем 28 ноября. 28 вы уезжаете? Вот в эту субботу, да. Ну да. 3 недели до игры мы вот будем готовиться. Да. Ну, это существенно. Слушай, ну это же, в этом есть свой прикол, да? То есть вы же от всего отключаетесь и чисто такие, давай, короче, погнали, газуем. Ну, есть же такая тема? Ну, конечно, да. Но на второй неделе уже начинают, когда уже домой поедем. Ну, Да. Ну, хорошего понемножку, Ну знаешь, да. как не зря говорят. А так это, конечно, круто. Это, ты катаешься, смотришь разные там ты же- города. Это да. вообще эмоции совсем другие. Ну, мало кто таких эмоций испытывает на самом деле. ну да, и еще подогревает азарт. В любом случае, это соревнование КВН. Кроме того, что это телевизионная передача, ты еще соревнуешься. И в процессе ты тоже думаешь так, как сделать так, какую-то стратегию выработать. Ну, в общем-то, это все подкрепляет интерес к этой игре. Поэтому, если бы, условно, можно было просто выступить и ни с кем не соревноваться, наверное, это было бы скучнее. Ну, конечно, если нет соревнований, какой это вообще смысл? А ваши бывшие КВНщики, там, друзья, кто там был, люди Т, вообще как? Они вообще как реагируют? Ну, то есть, понятное дело, что они лицемерно вас поздравляют. А вообще, как это? Не, ну, Они вообще следят за вами? с теми, с кем мы близко общаемся, ну да, они, конечно же, следят. Ну и те следят, я думаю. Те, кто может Они быть- именно следят, да? Да, те следят. А с кем мы близко общаемся, они переживают за нас, они смотрят, поддерживают. Их мнение для нас очень много значит. Поэтому Они не звали там на помощь, типа, Балар, там какие-то пару шуток, накидайте что-нибудь там или разогнать какую-то тему. Нет такого? Нет, но периодически некоторые сами говорят, вот можно вот так,
И просто это, мы понимаем, что это люди, которые с нами прошли тоже весь этот конечно, путь, да. и они уже вот Слились под самый конец. под самый конец, да, но у них мозги работают так же, как и у нас. Конечно. То есть явно, если, допустим, кто-то из них там посмотрел эфир и говорит, вот, допустим, вот здесь классно, вот здесь вот так можно было вот так сделать, я его понимаю, потому что я понимаю, что да, действительно, вот можно было. А вы не можете кого-то сейчас к себе подселить и на финал поехать? Команда, она жесткая прописана, состав команды. Но, скажем, есть бюджет. То есть А, брать только в этом? одного, ну, не только в этом, как бы. Есть желание, нежелание, может быть, ребят, потому что у всех свои проблемы, у всех свои заботы, возможно. Нет, допустим, к вам какой-то условный момент скажет, завтра, Балар, я еду с вами, я все сам за себя плачу, ну дайте выйти на сцену. Я думаю, это из тех ребят, которые с нами играют Ну, Играли раньше. раньше. Ну, условно, мы же можем сказать про них условный момент. Ну, Мы же не будем говорить конкретно по именам. можем сказать. Не, ну, вы поняли? Да, 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 О чем я конечно. говорю? То есть могут они сейчас запрыгнуть в этот вагон? но там, этот и выход должен быть, ну, оправданным. Потому что, если вы как бы То есть смотрели... с уважением должен попросить, да? Нет, ну, если человек выходит на сцену, ну, хотя по нашей команде это Да. ну, сложно сказать, потому что у нас многие просто стоят, да, и... Ну, а если выйдет еще один человек и просто будет тоже просто- так же встанет, ну, не знаю, это на самом деле такой сложный момент. Если брать нового человека, нужно его брать для чего-то. Да. Он должен, вот мы взяли последний раз мы взяли певца в команду, ну, то есть это оправданный Ну такой да, шаг, поет. он отрабатывает. Да. Всё правильно. Ну, Если, ну, может, ну, мы, наверное, как бы не против, если То есть- какой-то гениальный актер, там, наверное, и... для самого КВН им все равно, в принципе, да, кто выйдет на сцену. Конечно. То есть есть условная команда «Полуостров», и вы просто, наверное, заявляете, да, сколько-то человек, ну, Да, да, и да. все, а им остальное им не важно. Не, более того, периодически могут появляться какие-то люди, которых мы просим. Допустим, есть танцевальный коллектив, который должен усилить, Ну да, скажем, да, какой-то номер. коллаборация, да, ну то есть кого-то Да, просите. это понятно, что это не участники нашей команды, которых мы просто позвали, и они выходят и Не, ну это не помогают. считается, это не Да. считается. Это как раньше был КВН со звездой, да, то есть кто-то, условно говоря, отвлекался, выходил на сцену, он же не становился членом команды. да. Ну, в принципе, все понятно. То есть, я думаю, что есть за что бороться. Тем более, у вас сейчас такие воодушевляющие успехи, да, получается. Вы сами, наверное, на волне, да, сейчас? Как вы себя чувствуете? Ну, есть такое, что там Как? по щекам там полупил? Ну, это же реально Нет, на достижение. самом деле, да. Сейчас, особенно вот перед финалом, Ты домой зашел нормально? То есть, походка поменялась? было, конечно, Спина просто болела. да, всю неделю. Ну, вообще мы, конечно, не ожидали. Во-первых, что первый сезон всегда тяжело. Первый сезон тебя никто не знает. И Да. входить в это новое русло, в новый сезон ты заходишь как ноунейм. Да. Пройти весь путь очень тяжело. Конечно, мы в начале года не ожидали, что мы дойдем до финала. Сейчас мы уже Это вот... все заслуженно, да? Не то, что заслуженно, мы уже здесь. Уже как бы ни Да, было, да, да, я мы про это уже и в говорю. любом случае здесь. Мы сейчас, с одной стороны, очень радуемся, что ничего себе, мы дошли до финала. С другой стороны, мы понимаем, что Ответственность тоже есть. ответственность огромная. И в финале не просто нужно выйти сыграть, и чтобы Нужно потом, победить. да, нужно не то, что победить, нужно максимум выложиться. Да. Чтобы показать, пусть, понятно, допустим, если мы не выиграем, но люди скажут, ну, действительно, у них было Старались. смешно, они старались, они молодцы, да, это, наверное, главное. Так, сейчас пройдет финал, потом мы будем, наверное, какие-то выводы делать и взглянем назад, как это все было. Пока Ну, сейчас такие- знаешь, я в любом случае, что хочу сказать, что чисто вот трезво, да, там оценить, что заслуги есть в любом случае, да, то есть вы уже сделали то, что, ну, не было, и сейчас, я думаю, вы сами эту силу чувствуете, что вы, в принципе, можете на серьезном уровне играть, потому что раньше всегда это воспринималось как, ну, крымские команды, ну, очень слабые всегда были, то есть это было больше как субсидия, что ли, я не знаю, как-то вот так ощущалось. А если вы покажете реально конкурентную игру, то с вами будут считаться, и уже, даже если мы этот сезон не берем, а уже следующий сезон берем, я думаю, что уже по-другому изначально будет все стоять. И, в принципе, самое, наверное, принципиальное, фундаментальное изменение у вас, то, что вы сменили фокус с работы, да, на КВН.
То есть теперь у вас КВН это главное, а работа это второстепенно, чтобы, ну, там, жить, там, вопросы закрывать. Так что я думаю, что все нормально, все получится. Саунд все пришли. Я думаю, что мы еще увидимся. Смотрите, но в любом случае, мы увидимся в любом случае, потому что тема вот этого юмора и вот этих съемок, она очень интересная. У нас тоже есть определенные ресурсы, потому что я думаю, что мы можем как-то найтись. Периодически делать коллаборации. Коллабы устраивать жесткие, да. То есть мы за юмор, мы за съемки и все.